Перспективный инвестпроект реализуется на Барановицком заводе станкоприладов. Уже осенью тут запрацує новый участок по виробу высокодокладных токарных патронов, які використовуються у станкобудівничій витворчості. Зараз на участку ведуться пусконаладочні роботи сучасного німецького і англійського обсталювання. Агульний об'єм інвестицій – каля 3 мільйонів рублів з обласного і республіканського бюджету. Об'єм випуска указанных патронов составит в районе 2,5 миллионов рублей. Основная доля продукции будет поставляться на экспорт, это в страны СНГ и в основном Россия. Указанная продукция будет выпускаться в рамках программы импортозамещения, поскольку в настоящее время токарные патроны с аналогичными характеристиками закупаются в Германии, Польше, в Японии. Поэтому очень актуально выпускать токарные патроны на предприятии Беларуси. На финишную прямую вышел проект, який середины минулого года реализуется в открытом акционерном товаристве «Торгмаш». На организацию вытворчости сучасных машин для предприемства громадского харчевания з обласного бюджету выдатковано больше за 1,5 миллиона рублей. За гэтыя сродкі набылі і усталявалі нямецка-японскае абсталяванне, на якім зараз адпрацоўваюцца тэхналогіі вырабу інавацыйнай прадукцыі. Данным проектом предусмотрено запуск в серию 2 единиц нашей продукции. Это машина очистки корнеплодов производительностью 400 кг в час и машина измельчения мяса с производительностью 150 кг в час. В данный момент оба образца успешно прошли испытания. Сейчас продукция сертифицируется, и с марта месяца оно будет освоено серийное производство. За 2018 год у Брестскую область поступило больше за 290 миллионов долларов США. З іх больше за 90 миллионов прямые замежные инвестиции на чистой основе. За 5 годов это самый лепший показчик. Больше за інших уклали у экономику региона країни СНД – Германия, Польша, Литва и Великобритания. Усяго ж у инвестовании в области зацікавлены 45 країн. Но основной донор иностранных инвестиций, конечно же, была и остается Россия. Но, как пример, вот Ивацевичи, крупный немецкий инвестор, компания «Полипол» начала производство мебели в 2018 году. Стенлес в городе Пинске, иностранное предприятие, реализует проект по производству мебели. Есть что пропоновать инвесторам и сёлета. У портфеля инвестиционных пропонов 27 проектов на сумму больше за 200 миллионов долларов. Сярод приоритетных – распрацовка родовищ корыстных выкопнев, модернизация и створение новых линий вытворчости. Разработка стекольных песков, городное, добыча минеральной воды, производство клинкерной продукции. Это Ганцевичский, Столинский районы в основном. Также имеется ряд инвестиционных предложений по продаже имущественных комплексов. Среди них ковры Бреста, Телеханский завод столярных изделий. Кроме того, имеется ряд предложений по участию инвесторов в акционерном капитале обществ. На сегодняшний день 31 акционерное общество готово предложить свои акции. Из них 6 республиканских. Знайти інвестиційні проекти можна на офіційному сайті облвиконкама. Це одна інформаційна база інвестиційних пропонов Республіки Білорусь. Поширити сітку ділових контактів допоможе черговий міжнародний бізнес-форум «Брест. Содружність». Він пройде з 11 по 12 красовика. Євгенія Мороз, Олена Ракус, Миколай Руцький, Олександр Сівіцький, телерадіокомпанія «Брест».